самом сердце Турции скрыта удивительная история. Давайте в ней разберемся. Уйгурская община, которой 700 лет? Звучит невероятно. Как такое вообще возможно? Чтобы найти ответ, придется заглянуть в прошлое, а именно во времена Монгольской империи. Уйгуры были не просто подданными, а мозгом империи, администраторами, которые двигались на запад. И вот что интересно, власть меняется стремительно, а это, конечно, открывает дорогу новым лидерам. И вот на сцене появляются две ключевые фигуры. Они не просто правили, они строили собственное будущее. Начнем с первого, с Захириддина Махмута. Он оставил нам подсказку, буквально высеченную в камне. Это великая мечеть Буньян-Улу-Джами. Но самое интересное — это детали, которые рассказывают ее тайную историю. Посмотрите, волчьи головы. Это же чисто центральноазиатский символ, настоящая культурная подпись в камне. А это значит, что здесь жила большая уйгурская община. И наместник просто не мог это игнорировать. Но когда власть монголов ослабла, на сцену вышел другой лидер Алайдин Эретна. Он пошел дальше. Историки пишут, что в нем видели спасителя, не завоевателя, а именно мудрого защитника. Целых 46 лет, почти полвека его династия, султанат Эретна, правила огромной территорией. По сути, Эретне создал щит, и за этим щитом смогли вырасти другие тюркские государства. Их наследие увековечено здесь, в Кёш-Медресе, гробница уйгурских султанов, о которых часто забывают. И вот, казалось бы, история обрывается, но нет, она снова дает о себе знать в 20 веке. И что поразительно, правительство Турции поселило их в Кайсаре. Это было возвращение домой, к корням. Так что это не просто история беженцев, это воссоединение спустя целых 600 лет. Так что же получается? Уйгурское присутствие в Анатолии не случайность, а 700-летняя история. Эта история была у всех на виду. Сколько же еще таких забытых связей скрыто в нашем мире? Уйгурский султан. В самом сердце Турции, в Анатолии. Звучит, мягко говоря, невероятно, правда? Но это не выдумка. Это удивительная и почти забытая глава истории, которую мы сегодня и откроем. Ну как такое вообще возможно? На самом деле, это не просто какой-то исторический курьез. Это целая история, которая растянулась на 7 столетий и связала степи Центральной Азии с горами Анатолии. Давайте разбираться в этой загадке. И наше путешествие начинается в современной Турции, а точнее в провинции Амасья. Именно здесь, среди всей этой красоты, есть деревня с очень говорящим названием — Уйгур. И нет, это не совпадение. Это самая первая ниточка, которая ведет к разгадке большой тайны. Только вдумайтесь в эту цифру. 700 лет! Это же просто колоссальный отрезок времени. Эта связь настолько реальна, что в 2015 году даже запустили проект под названием «700-летие миграции». Все для того, чтобы по-новому взглянуть на это уникальное наследие. Так, чтобы понять, как все это произошло, нам придется сделать шаг назад во времени. Далеко назад, во времена могущественной Монгольской империи. Именно там, в этом вихре завоеваний, и кроется начало всей этой истории. В огромной Монгольской империи уйгуры были, скажем так, на особом положении. Их не просто завоевали. Благодаря своей грамотности и управленческим талантам они стали настоящим мозгом империи. Это были чиновники, советники, полководцы, которые, по сути, и управляли гигантскими территориями. И вот как раз в Анатолии, под властью монгольского государства Ильханов, их влияние стало максимальным. А вот как все развивалось, смотрите. Примерно в 1243 году монголы захватывают Анатолию. Все, сельджукский султанат разгромлен. Проходит десятилетие, и где-то в 1327 наместником в регионе назначают очень способного уйгурского полководца – эмира Эретну. И тут наступает переломный момент. В 1336 году центральная власть монголов в Персии начинает, трещать по швам. Эретна видит свой шанс. Он действует решительно, разбивает бывших хозяев и в 1343 году объявляет о своей независимости. Так, собственно, и родилось новое государство. Вот так на исторической арене и появляется наш главный герой, уйгурский султан Эретна. И, конечно, государство, которое войдет в историю под его именем. Кстати, даже его имя Эретна очень символично. Оно происходит от древнего санскритского слова «ратна»
драгоценный камень. И забегая вперед, можно сказать, что он и правда стал жемчужиной для Анатолии в те смутные времена. Само имя — еще одно доказательство глубоких культурных связей, тянущихся из Центральной Азии. Чтобы оценить его роль, надо представить, что творилось в Анатолии до него. Это был хаос, анархия, распад монгольской власти. Эретна же принес порядок и закон. Но что еще важнее, он создал сильное независимое государство. Одно из тех самых турецких княжеств или беликов, из которых потом, как известно, и вырастет Великая Османская империя. Так каким же он был, этот человек? Современники описывают его как очень мудрого и справедливого правителя. Простой народ в Анатолии так и вовсе называл его спасителем. Он объединил огромные земли, а за свою редкую бороду получил довольно необычное, но уважительное прозвище — Кёсепейгамбер, что можно перевести как «безбородый пророк». Хорошо, но откуда мы все это знаем сегодня, столько веков спустя? Ответ нужно искать не только в пыльных хрониках, но и в камне. Наследие эретнидов буквально встроено в архитектуру современной Турции. Вот, например, Великая мечеть в городе Буньян. Что интересно, ее построил даже не сам Эретна, а его предшественник, который тоже был уйгурским наместником. Это прямое доказательство того, что уйгурское влияние в регионе было сильным еще до того, как Эретна провозгласил свою независимость. Но самое поразительное скрывается в деталях. Если очень внимательно присмотреться к орнаментам этой мечети, то среди традиционных узоров можно разглядеть головы волков. Понимаете, это ведь не просто украшение, это мощнейший тотемный символ из глубин Центральной Азии. По сути, это прямая и неоспоримая печать уйгурской идентичности, оставленная прямо в камне. И это было только начало. По всей Центральной Анатолии эретниды строили медресе, усыпальницы, мавзолеи, начиная с династической усыпальницы самого султана и заканчивая изящным мавзолеем Шах-Джихан-Хатун, который до сих пор считается настоящей жемчужиной архитектуры. Так что их наследие — это не пара зданий, это целый культурный пласт, вплетенный в историю региона. Но самое невероятное в этой истории — ее эхо, которое звучит до сих пор. Давайте перенесемся на 700 лет вперед, в 20 век. Именно там эта древняя связь проявилась самым неожиданным образом. Только представьте себе эту историческую рифму. В XIV веке эретниды создают свой центр в Анатолии. Проходит 700 лет. В 1965 году уйгурские беженцы, спасаясь от преследований, прибывают в Турцию. И куда, вы думаете, их селит правительство? Именно в Кайсерии, бывшую столицу эретнидов. Две волны миграции, два разных века, но одно и то же место, которое снова становится домом. И сегодня уйгурская община в Кайсерии — это не просто диаспора. Это живое продолжение той самой истории. Они бережно хранят свою культуру, свой язык и, по сути, являются живым мостом, который соединяет султанат XIV века с реалиями XXI. Эта история — очень мощное напоминание — ведь если в самом сердце Анатолии мог существовать, а потом быть почти забытым целый уйгурский султанат, то сколько еще таких же невероятных историй скрыто прямо у нас под носом, в старинных зданиях, в названиях улиц, в тех местах, мимо которых мы проходим каждый день, даже не подозревая об их тайнах. Всем привет! Давайте, пожалуй, начнем с такого вопроса, даже с загадки. Что может быть общего у уйгуров из Центральной Азии и у современной Турции? Хороший вопрос. На первый взгляд, это же, совершенно разные миры, далекие друг от друга. Но сегодня мы погружаемся в историю, которая их связывает. И связывает очень крепко уже лет так 700. Мы будем разбирать материалы, в основе которых документальный фильм «От уйгура к уйгуру». И эта история, я вам скажу, полна сюрпризов. Да, и наша задача сегодня — это пройти по следам этой, почти забытой истории. Мы попробуем выяснить, как уйгуры вообще оказались в сердце Анатолии, как они смогли основать там собственное государство, и какой след, причем вполне осязаемый, высеченный в камне, оставили в турецкой истории и архитектуре. Это, знаете, удивительное такое переплетение прошлого и настоящего. Звучит очень интригующе. Давайте тогда начнем с события совсем недавнего, которое, собственно, и стало поводом для нашего разговора. В 2015 году в турецком городе Амасия прошел большой научный симпозиум. И посвящен он был ни много ни мало 700-летию миграции уйгуров в этот регион.
В источниках говорится, что там до сих пор есть уйгурская деревня. Согласитесь, это же странно с такой помпой отмечать события 700-летней давности. Что за этим стоит? Это прекрасная отправная точка, потому что она сразу показывает, что это не просто какая-то формальная дань уважения. Нет, это признание огромного исторического пласта. И чтобы понять, как уйгуры вообще туда попали, в Анатолию, нужно мысленно перенестись далеко назад. В XIII век, в эпоху Чингисхана и его наследников. Именно. И вот здесь нас ждет, пожалуй, первый сюрприз. Мы привыкли думать о Монгольской империи как о чисто военной силе, орда, завоевание, вот это все. Ну да. Но чтобы управлять огромными завоеванными территориями, одной военной мощи, совершенно недостаточно. Нужна была администрация, чиновники, писцы, советники. А у кочевых монголов всего этого аппарата, скажем так, просто не было. То есть им нужна была, как мы сейчас сказали, бюрократия. И где они ее взяли? Они ее нашли у своих соседей. Уйгуры в тот период были одним из самых культурно и административно развитых тюркских народов. У них была своя письменность, многовековой опыт государственного управления. И Чингисхан, будучи, конечно, гениальным стратегом, это прекрасно понимал. Он и его преемники начали массово привлекать уйгуров на службу. Подождите. То есть получается, что империя, которую мы привыкли считать исключительно монгольской, на самом деле строилась и управлялась во многом руками уйгуров? Это же, совершенно меняет картину. Абсолютно. Уйгуры стали интеллектуальной и административной элитой этой гигантской империи. Они были не просто рядовыми воинами, нет. Они были военачальниками, наместниками провинций, советниками ханов. Они, по сути, были мозгом и нервной системой монгольского государства. Невероятно. Хорошо, с этим разобрались. А как этот путь привел их в Анатолию, на территорию современной Турции? Смотрите, после смерти Чингисхана его империя распалась на несколько частей, на улусы. Территория нынешних Ирана, Ирака и Анатолии досталась его внуку Хулагу. Он основал здесь государство, которое историки называют государством Ильханов. И вот в 1243 году в битве при Кюсыдаге монголы разгромили армию анатолийских сельджуков, которые до этого правили регионом. Конец сельджукам. Не совсем. Они не стали уничтожать их государство полностью, они превратили его в вассальное. То есть местные султаны остались на троне, но реальная власть, она перешла к монгольским наместникам. И я, кажется, начинаю догадываться, кем были эти монгольские наместники. Ваша догадка абсолютно верна. На эти ключевые посты они предпочитали ставить как раз проверенных и опытных уйгурских эмиров. Они управляли Анатолией от имени ильханов, собирали налоги, командовали войсками, и со временем их власть и влияние, конечно, только росли. А к началу XIV века произошел еще один важный сдвиг. Сами ильханы приняли ислам и начали активно, скажем так, тюркизироваться. Это еще больше сблизило их уйгурских наместников с местным тюркским населением. То есть создалась просто идеальная ситуация. Есть сильный, уважаемый наместник уйгур, который уже культурно и религиозно близок к местным жителям. Да? И при этом центральная власть с монголов где-то там, в далеком Иране, слабеет из-за дворцовых интриг. Кажется, кто-то должен был этим воспользоваться. И этим человеком стал Алаэддин Эретна. Это ключевая фигура всей нашей истории. Он был одним из самых могущественных уйгурских наместников в Анатолии. И к 1340 годам государство ильханов уже, трещало по швам. И на его обломках разные военачальники пытались урвать себе кусок. Главными конкурентами Эретна была другая монгольская группировка Чобаниды. И чем закончилось это противостояние? Решающей битвой, битва при Каранбюке в 1343 году, Эретна на голову разбил армию чабанидов. И эта победа была не просто очередной разборкой между монгольскими генералами, нет, она фактически положила конец почти столетнему монгольскому господству в Центральной Анатолии. Эретна, так сказать, вышвырнул конкурентов и взял всю власть в свои руки. И что он сделал дальше? Вернулся на службу к ильханам.
Да какой там, ни в коем случае. Сразу после победы он провозгласил полную независимость, он основал собственное государство, которое в истории известно как Бейлик-Ратна. Бейлик — это, по сути, независимое тюркское княжество. В то время вся Анатолия после ослабления монголов была похожа на такое лоскутное одеяло из таких вот княжеств, которые боролись друг с другом. Так, постойте, давайте этот момент зафиксируем. Уйгурский военачальник на монгольской службе создает независимое государство в самом сердце будущей Турции. Это же просто поразительно. Именно так. Столицей его государства сначала был город Сивас, а затем Кайсери. И что самое важное, он был невероятно популярен у местного населения. Источники, хроники того времени описывают его как мудрого, справедливого и очень благочестивого правителя. Люди, уставшие от хаоса, от грабежей, которые царили во время междоусобиц, видели в нем настоящего спасителя. Человека, который принес мир и порядок. В источниках я видел упоминание, что его называли пророком. Это не преувеличение? Нет, это исторический факт. Его так называли за набожность и, как скрупулезно отмечают хронисты, за короткую бороду. За бороду. Да, это было довольно необычно для того времени и считалось признаком, особого благочестия. Но он подкреплял свою власть не только авторитетом. Он начал чеканить собственную монету со своим именем и приказал читать пятничную молитву в хутбу от своего имени. А это в исламском мире было двумя главными и неоспоримыми признаками суверена, независимого правителя. А насколько большим было это государство? Каков был его масштаб? Весьма внушительным. Оно простиралось от Анкары на западе до Эль-Азыга на востоке и от Черноморского побережья на севере до Коньи на юге. То есть это практически вся центральная часть современной Турции. Именно, это была очень серьезная сила в регионе. И вот здесь кроется еще один ключевой момент. Уничтожив власть монгольских группировок в центре Анатолии, Эретна создал, такой своеобразный вакуум власти на окраинах. Это позволило другим, более мелким тюркским бейликам вздохнуть свободнее и начать усиливаться. И среди этих бейликов на северо-западе был и один совсем небольшой, которым правил некий Осман. Так. То есть можно сказать, что Эретна, сам того не желая, расчистил дорогу для будущих османов. Многие историки, на чьи работы мы опираемся, считают именно так. Он убрал с доски главную силу монголов, что дало османам драгоценное время и пространство для роста. Это потрясающая историческая ирония. Но хорошо, это все события, имена, даты. А осталось ли что-то материальное? Можем ли мы сегодня увидеть, потрогать следы этого уйгурского государства? Еще как можем, и это, пожалуй, самая захватывающая часть этой истории. В городе Бюньян, это недалеко от Кайсери, до сих пор стоит мечеть Улу-Джами, Великая мечеть. Ее построил в 1334 году предшественник Эретина на посту наместника, другой уйгурский эмир по имени Захиреддин Махмуд. И что в ней такого особенного? Наверняка быть в Турции много старинных мечетей. В ней есть одна деталь, которая делает ее абсолютно уникальной. Это декор главного входного портала. Если присмотреться, то среди традиционных для исламской архитектуры геометрических узоров и арабской вязи можно увидеть барельефы с головами волков, или, как их еще называют искусствоведы, грифонов. Головы волков на мечети XIV века. Но ведь в исламе изображения живых существ, мягко говоря, не приветствуются. Откуда они там? А вот это и есть прямое послание из прошлого. Волк — это древний тотем, священное животное для многих тюркских народов Центральной Азии, символ силы и происхождения. Это абсолютно центральноазиатский мотив, который не имеет ничего общего с исламской архитектурой Анатолии. Размещая их на портале мечети, строители как бы говорили: да, мы мусульмане, мы правим здесь, но мы уйгуры, и мы помним свои корни. Это высеченная в камне декларация идентичности. Это просто невероятно. Это как найти византийскую икону с какими-нибудь руническими символами. Какие еще такие послания они оставили в архитектуре? В источниках упоминалось имя Таджик-Кызыл. Да, Таджик-Кызыл — это имя отца того самого Захиреддина Махмута, строителя мечети. В переводе со старотюркского это означает «красная корона» или «золотая корона». И что самое поразительное, в Кайсере до недавнего времени существовал целый городской район, который так и назывался Таджик-Кызыл-Махалесе, то есть район Таджик-Кызыла. Название пережило 7 веков. Представляете?
Кроме этого, по всему региону разбросаны усыпальницы тюрбе других эмиров эпохи Эретны, эмира Эрдогмуша и Мирзада Мехмета, а также невероятной красоты гробницы знатной дамы Шах Джихан Хатун. А что насчет самого Алаэддина Эретны и его семьи? Где их наследие? Главный памятник, связанный непосредственно с ним, это, без сомнения, кёшк-медресе в Кайсере. Изначально Эретна построил это великолепное здание как медресе, то есть духовное училище, и усыпальницу для своей любимой жены. Но со временем оно стало главным мавзолеем для всей династии. Там похоронен и он сам, и его сыновья, и другие члены его семьи. По сути, это усыпальница уйгурских султанов в самом сердце Анатолии. История могла бы, в принципе, закончиться здесь, на этих древних камнях, но, как я понимаю, у нее есть совершенно неожиданное продолжение уже в 20 веке. Да, и это просто поразительный исторический рикошет. Проходит 6 веков. Османская империя рождается, достигает расцвета, исчезает, возникает Турецкая республика. И вот в 1965 году в Турцию прибывает вторая волна уйгурских мигрантов. Откуда и почему? Это были беженцы. Они покинули Восточный Туркестан после политических потрясений середины века и оказались в Афганистане. Их положение было очень тяжелым, и тогда лидеры уйгурской диаспоры, в частности знаменитый Иса Юсуф Алптекин, обратились к правительству Турции с просьбой принять их. Турция согласилась, и куда, как вы думаете, их решили поселить? Судя по всей логике нашего разговора, их привезли прямиком в Кайсере. Прямо в точку. Именно в Кайсере, бывшую столицу султаната Эретна. И это, знаете, не было случайностью или совпадением. Это был совершенно осознанный выбор, основанный на той самой общей истории. В источниках есть очень трогательное упоминание о местном адвокате по имени Невзат Тюркент. Он стал для этих переселенцев настоящим ангелом-хранителем, покровителем, помогал им с документами, жильем, работой. Он видел в них не просто беженцев, а потомков тех, кто когда-то правил этой землей. То есть историческая память оказалась жива. Абсолютно. В Кайсере новоприбывшие уйгуры создали Восточно-Туркестанское общество взаимопомощи и даже начали сдавать свой журнал «Гёкбайрак», что означает «голубое знамя», это цвет их национального флага. Многие из них были искусными ремесленниками, и они очень быстро интегрировались в жизнь города, который когда-то был столицей их предков. История сделала круг. И это подчеркивает очень важную мысль. Для уйгуров Турция – это не совсем чужая земля. У них здесь есть своя очень глубокая и очень славная история. Итак, давайте подводить итог. Какой главный вывод можно сделать из всего, что мы разобрали? Для меня он, в общем-то, очевиден. Уйгурское присутствие в Турции – это не просто история современных мигрантов. Это глубокая 700-летняя сага, которая началась в недрах Монгольской империи. Безусловно. И центральной фигурой этой саги был уйгурский султан Алаэддин Эретна. Личность, к сожалению, незаслуженно забытая широкой публикой, но сыгравшая абсолютно ключевую роль в истории Анатолии. Он покончил с монгольским господством и, как считают многие историки, создал условия для последующего возвышения Османской империи. И это наследие, как мы выяснили, не просто строчки в хрониках. Оно буквально высечено в камне, в мечетях с волчьими головами на порталах и в усыпальницах уйгурских султанов, которые до сих пор стоят в самом сердце Турции. Да, хранят отголоски далекой центральноазиатской культуры. А вот мысль, над которой стоит поразмыслить в завершение. В наших источниках есть такой тезис о том, что государственные и административные институты, созданные Эретной, послужили моделью и основой для будущих османских структур. Он был своего рода мостом. Именно. Он перенял и развил сельджукские традиции управления, которые потом подхватили османы. А теперь давайте представим на секунду. Что если бы государство Эретны не ослабло после его смерти из-за борьбы за власть между его сыновьями, а продолжало бы укрепляться? Как могла бы выглядеть история Турции и всего Ближнего Востока, если бы у истоков Великой империи, объединившей Анатолию, стояла бы уйгурская династия Эретна-Огуллары, а не османская? Сегодня мы разбираем документальный фильм о 700-летней истории уйгуров в Анатолии. Да, от государства Эретна до наших дней. Материал очень богатый, но
Знаете, сразу чувствуется, что в нем как будто два отдельных повествования. Я понимаю, о чем вы. Одно про такое, знаете, славное прошлое, про XIV век, султанов. А другой про современных людей и их жизнь в Турции сейчас. Вот. И вот эта нить, которая должна их как-то, связывать, она кажется почти невидимой. Есть такое ощущение, да. Как будто авторы выложили на стол два набора очень красивых, но разных пазлов и ждут, что зритель сам их соединит. Точно. С одной стороны, это можно понять. Мол, мы уважаем зрителя, не будем разжевывать. Но на практике это ведь рискованно. Очень. Зритель может просто не уловить эту связь, и тогда весь эмоциональный заряд, он теряется. Мы видим факты, но не чувствуем наследия. Вот-вот, именно не чувствуем. Связь должна быть чем-то, что можно пережить, а не просто, понять умом. И мне кажется, центральная идея о 700-летней связи сильна, но повествовательная нить, соединяющая прошлое и настоящее, может быть более явной и эмоционально насыщенной. Согласна? Фильм просто преподносит факты. Вот государство Эретны, вот мечеть, а вот миграция 1965 года. Как отдельные главы. И решение тут, как мне кажется, не в том, чтобы просто добавить голос за кадром, который скажет: «А теперь давайте посмотрим, как это связано». Нет, конечно. Решение в самой структуре. Нужно с самого начала их переплести. Что если современность станет не эпилогом, а рамкой для всей истории? То есть смотреть на прошлое глазами современных уйгуров. Именно. Тогда история моментально перестает быть абстракцией, она становится личным поиском, попыткой ответить на вопрос: кто мы, откуда мы. Это все меняет. Сразу появляется личная заинтересованность. Конечно. Вот, например, можно ведь начать фильм не с карты империи ильханидов, а с живого человека. Представим молодого уйгура в Кайсере. Он стоит у мечети Улуджами, смотрит на эту резьбу и, задает вопрос, может, даже себе: как мои предки смогли это построить здесь? И что от этого осталось во мне? Да, все. С этого момента весь фильм — это ответ на его вопрос. Мы ищем ответ вместе с ним. И это сразу задает тон. И мощный двигатель для всей истории. Или, знаете, можно пойти еще дальше, отказаться от строгой хронологии в пользу тематической структуры. А вот это интересно. Как, например? Берем тему, скажем, лидерство. И в рамках этой темы мы ставим рядом кадры. Вот султан Эретна строит государство в хаосе XIV века. И тут же рассказ о том, как лидер общины Невзат Тюрктен в 60-х годах помогал беженцам. Да, масштабы разные, а суть-то одна — ответственность за свой народ. И зрителю не надо ничего додумывать, он видит параллель своими глазами. Или тема «идентичность». Показываем вот этих волков, центральноазиатские мотивы в архитектуре. И сразу переходим к современной семье, которая пытается сохранить язык, готовит национальные блюда. Точно. И связь становится не просто заявленной, а живой, ощутимой. Она перестает быть тезисом и становится историей. Да, прошлое оживает в настоящем. А настоящее обретает глубину. Это и есть та самая прочная эмоциональная связь. Эта мысль о структуре заставляет задуматься и о другой проблеме. О том, как в целом материал организован. Вы про темп. Да, повествование немного скачет. Общий обзор, потом конкретная мечеть, потом назад к политике, потом снова архитектура и прыжок на 600 лет вперед. Есть такое, да. Ощущение экскурсии по музею. Хорошее сравнение. Нам показывают интересный экспонат, рассказывают о нем, а потом ведут в другой зал. Все экспонаты ценные, но вот общей нити, которая бы вела через залы, не всегда хватает. Особенно показателен момент с мечетью Улуджами. Рассказ о ней и ее строителе, Захирьедине Махмуте, идет до того, как нам полноценно представляют султана Эретну. Да, это сбивает с толку. Как если бы в фильме про Наполеона сначала полчаса рассказывали о его маршалах, а потом уже представили его самого. Точно. И из-за этого теряется возможность выстроить какое-то напряжение. Получается, материал богат деталями, но его структура иногда мешает восприятию, создавая ощущение фрагментарности. Мне кажется, тут есть два очень мощных альтернативных пути, как можно было бы эту историю пересобрать. Так. Первый — это классический путь героя. У нас ведь есть идеальный протагонист, сам султан Эретна. Но не рискуем ли мы тогда слишком упростить историю? Свести все к биографии одного человека? А вот это очень правильный вопрос.
И ответ в том, что Эретна становится не единственным персонажем, а, скажем так, нашим проводником, нашей точкой входа. То есть Представьте, первая часть фильма целиком посвящена ему. Мы погружаемся в контекст. Середина XIV века. Анатолия. Империя Ильханидов рушится. Хаос, вакуум власти. и тут появляется он. Да, Эретна. Уйгурский эмир на службе у монголов, который решает взять все в свои руки. Мы следим за его возвышением, за его борьбой, устанавливаем его как центральную фигуру. И что это нам дает? Это дает нам прочный повествовательный якорь. И вот после того, как мы поняли, кто он, почему он важен, мы можем вводить другие элементы. То есть Захириддин Махмуд и его мечеть появляются уже как часть наследия, которое Эретна приумножил. Именно архитектура, искусство, другие личности — все это становится частью его мира, его истории. Это больше не набор разрозненных фактов, а целая вселенная вокруг сильного центра. Понимаю, это создает фокус, драматическую структуру. А какой второй путь? Второй, более авантюрный. Можно выстроить фильм как историческое расследование. Как детектив. Почти. Что, если начать не с объяснений, а с загадки? Крупный план, уникальная резьба с головами волков на мечети в Буньяне, и голос за кадром задает вопрос. Как эти древние символы с Алтайских гор оказались на мечети XIV века в сердце Анатолии? И весь фильм — это ответ на этот вопрос. Интересно. Это ведь меняет роль зрителя. Совершенно верно, он уже не просто слушатель, он соучастник расследования. И мы вместе с ним начинаем раскручивать эту цепочку. Да. Прослеживаем путь уйгуров с монгольскими армиями, видим, как они оседают в Анатолии, как их лидеры приходят к власти. И архитектура, и политика становятся уликами. Именно. Уликами, которые помогают разгадать первоначальную загадку. Это превращает просмотр в путешествие и держит в напряжении. Обе идеи, и путь героя, и расследование, решают проблему фрагментарности. И это подводит меня к последнему, и, возможно, самому главному. К вопросу «и что?». Именно. Фильм очень убедительно доказывает исторический факт, но он не всегда так же убедительно отвечает «и что с того?». Почему это наследие так важно для современной диаспоры именно сейчас? Да, это ключевой вопрос, который задает себе любой зритель. Почему мне это должно быть не все равно? В фильме говорится, что история дает чувство принадлежности. Но это звучит, немного абстрактно. Не хватает практики, психологии. Да, связь между государственным строительством Эретны и сегодняшней борьбы за выживание культуры, она как бы подразумевается, но не исследуется вглубь. И чтобы фильм по-настоящему резонировал, эту значимость нужно, артикулировать. И не только в финале. Абсолютно. Этот рефрен «почему это важно сейчас» должен звучать постоянно. Каждый исторический сегмент должен заканчиваться не точкой, а таким мостиком в сегодняшний день. Как это можно сделать органично? Вот смотрите, мы только что увидели, как султан Эретна в период хаоса создал государство, которое принесло порядок, справедливость, стабильность. Мощная история. Да. А дальше резкий монтажный переход. Из реконструкции XIV века мы попадаем в, скромный офис в современном Кайсере. И перед нами сидит лидер местной уйгурской общины. Точно. И он говорит о том, как сегодня, вдали от родины, для них важны стабильность, чувство общности, безопасное место. Он может даже не упоминать Эретно. Да, но параллель будет настолько очевидной и сильной, что история XIV века вдруг станет невероятно актуальной, осязаемой. Это и есть настоящее переплетение. Или другой пример. В фильме говорится, как Эретна способствовал расцвету тюркской культуры. Это же архетипическая история о культурной стойкости. И сразу после этого можно показать, как современная диаспора борется за сохранение своего языка, своей идентичности. И тогда Эретна становится не просто правителем из прошлого, а вечным символом, который перекликается с вызовами сегодняшнего дня. Его история становится источником силы. И тогда финал тоже должен быть другим. Не просто констатация, что потомки живут в Турции, а нужно показать их активное взаимодействие с этой историей. Что вы имеете в виду под активным?
Ну, например, не просто люди на улицах, а сцена в воскресной школе, где детям рассказывают историю султана Эретны. Угу, понимаю. Или интервью с молодым активистом, который использует этот нарратив, 700-летнюю связь с Турцией, как инструмент в своей деятельности. Показать, как история становится не музейным экспонатом, а живым действенным инструментом. Да, это докажет ее значимость лучше любых слов. Безусловно. Это превратит финал из простого подведения итогов в мощное утверждение, что прошлое — это не бремя, а фундамент и ресурс для будущего. Итак, если собрать все воедино, у нас вырисовывается 3 ключевых направления. Давайте подытожим. Первое — это теснее переплести современную и историческую линию, использовать современность как рамку для взгляда в прошлое. Второе — перестроить повествование, чтобы оно следовало более захватывающей дуге, либо путь героя Эретневи, либо историческое расследование. И третье, самое важное — сделать рефрен «Почему это важно сейчас» лейтмотивом всего фильма, постоянно показывать резонанс истории в сегодняшнем дне. Мне кажется, это отличный план. Сама историческая основа очень сильная, и эти изменения в структуре и подаче могут превратить хороший документальный фильм в действительно выдающееся произведение. Мы будем очень рады увидеть доработанную версию и продолжить наш разговор. Присылайте ваши материалы. Добро пожаловать на программу «Дискуссия». Сегодня мы погружаемся в, очень сложный и бурный мир Анатолии XIV века. Это время, когда одна великая империя, монгольский Ильханат, уже рушится, а другая, османская, еще только-только готовится к своему головокружительному взлету. И вот прямо в центре этого котла, в самом сердце Анатолии, появляется довольно удивительная фигура Алай-ад-Дин Эретна, правитель уйгурского происхождения, который основывает собственное государство. И вот, собственно, главный вопрос, который нас сегодня занимает. Кем он был на самом деле? Был ли он носителем какой-то особой уйгурской идентичности, который сознательно строил что-то новое, принес стабильность и, возможно, даже, так сказать, проложил путь для османов? Я считаю, что его история — это именно уникальный уйгурский вклад в анатолийскую цивилизацию. А я бы предложил посмотреть на это с другой стороны. Мне кажется, что государство Эретне — это абсолютно классический пример того, что происходит при распаде больших империй. Он был, без сомнения, умным и деятельным политиком, продуктом монгольской системы, который просто вовремя понял, куда дует ветер. Я буду доказывать, что его государство — это не столько уйгурский проект, сколько одно из многих-многих государств-преемников, где этническое происхождение лидера было, скажем так, не так важно, как его политический прагматизм и умение вписаться в уже существующие местные традиции. Для меня личность Алай-ад-Дина Эретне — это ключ ко всему. Давайте не забывать, откуда он вообще пришел. Он уйгур, его корни в Центральной Азии. И он появляется в Анатолии, которая почти 100 лет находилась под довольно тяжелой рукой монгольского Ильханата. К 1330 годам эта власть превращается в полный хаос. Наместники борются друг с другом, повсюду грабежи, анархия. И вот в этот момент Эретна, который был одним из монгольских же наместников, берет власть в свои руки и наводит порядок. И это не просто моя оценка. Современники, как говорят нам источники, называли его спасителем. Вы представьте себе 100 лет чужеземного ига, и вдруг приходит человек, который это прекращает. Он не просто заполняет вакуум власти, он создает зону стабильности. И эта стабильность, она позволяет другим тюркским княжествам, бейликам, вздохнуть свободно и начать развиваться, включая и молодое османское государство на Западе. Я утверждаю, что его правление — это не случайность, а фундаментальное событие, которое изменило ход истории всего региона. И мы ведь видим следы его идентичности, например, в удивительных культурных артефактах, которые он оставил. Я согласен, фигура яркая, спору нет. Но давайте, что ли, спустимся с высот панигириков на землю прагматичной политики XIV века. Кем был Эретна до того, как стал независимым правителем? Он был высокопоставленным чиновником в системе Ильханата. Он был их человеком, их губернатором.
Его возвышение — это не какая-то национальная освободительная борьба, а классический сценарий распада империи, когда сильный региональный менеджер, видя, что центральный офис в огне, объявляет свой филиал независимой компанией. Так поступали десятки других эмиров по всему Ближнему Востоку. Это был не уйгурский проект, а акт политического выживания и, оппортунизма. И если мы посмотрим, что именно он строил, то увидим не импорт центральноазиатских моделей, а очень осторожное и умелое использование того, что уже было под рукой. Его администрация, его армия, его архитектура – все это, по сути, продолжение местных анатолийско-сельджукских и персидско-исламских традиций. Он не ломал систему, он ее возглавил, и называть его единственным спасителем – это, знаете, значит забывать о десятках других игроков, которые боролись за власть в этом сложном регионе. Но ведь нельзя игнорировать то, как его воспринимали люди. Вы говорите стандартная риторика, но когда источник пишет, что он положил конец анархии и установил справедливость и порядок, это же отражает реальные настроения. Люди устали от произвола и бесконечной смены монгольских наместников. Эртенита предложил им не просто нового хозяина, а справедливого правителя. Источники подчеркивают его личные качества. Он был благочестивым мусульманином, мудрым и образованным человеком. Это не просто пропаганда. Именно эти качества позволили ему заручиться поддержкой местного населения и тюркского, и даже не тюркского. Он не просто захватил власть силой, он легитимизировал ее в глазах подданных через справедливое правление. И вот это отличало его от многих современников. Позвольте мне здесь усомниться. Любой основатель династии, особенно пришедший к власти в смутное время, будет позиционировать себя как носителя порядка и справедливости. Это же, азбука политической легитимации. Но давайте посмотрим на его конкретные шаги. Что он делает, укрепившись у власти? Он не провозглашает некую особую уйгурскую миссию. Он ищет покровительство у самой могущественной исламской державы того времени, мамлюкского султаната в Египте. Он даже чеканит монету с именем мамлюкского султана. Что это, как не акт чистейшего политического прагматизма? Он понимает, что в одиночку ему не выжить, и ищет сильного союзника. Это ход не мессии-спасителя, а расчетливого и трезвого политика, который отлично понимает иерархию сил в регионе и свое место в ней. Он был частью ильханидской элиты, которая взбунтовалась. Эта история не про идентичность, а про власть. Хорошо, в политике без прагматизма никуда, я с этим согласна. Но как тогда быть с культурой? Политика — это одно, а то, какие символы ты оставляешь после себя, это совсем другое. И вот здесь мы видим кое-что поразительное. В мечети Буньян-Улу, построенной его соратником-уйгуром, на портале появляются мотивы волчьих голов, или грифонов, как их иногда называют. В анатолийской исламской архитектуре того времени это абсолютно чуждый, просто немыслимый элемент. Волк — это древнейший тотемный символ тюркских народов Центральной Азии, прародитель их рода. Поместить его на фасад мечети — это не просто украшение, это мощнейшее заявление. Это как флаг, который говорит: «Мы здесь, мы правим, и мы помним, кто мы и откуда». Такое не делают из простого прагматизма. Это акт культурного самоутверждения. Это, безусловно, самый сильный ваш аргумент, и деталь действительно захватывающая, я не спорю. Но давайте не будем делать из одной детали целую теорию. Во-первых, как вы и сказали, мечеть построил его предшественник, хотя и из той же среды. Во-вторых, давайте посмотрим на общую картину. Это одна деталь. А что мы видим во всем остальном? Тот же источник сообщает, что Эретна продолжил институты сельджуков. А кто такие сельджуки? Это тюркская династия, которая правила здесь до монголов и создала невероятно богатую и утонченную культуру. Эретна не строил с нуля, он работал с тем, что было. Посмотрите на гробницы его эмиров, например, гробницу эмир Эрдугмуша. Это описывается как прекрасный образец именно сельджукской архитектуры с ее характерными восьмигранными башнями и сложной резьбой. Арабские надписи на гробницах — это следование общепринятым исламским канонам. Получается, что эти волчьи головы скорее такая экзотическая приправа к уже готовому блюду, а не основной ингредиент. Это не доминирование уйгурской культуры, а синкретизм, культурный синтез, где центральноазиатские мотивы были лишь одним из компонентов в
вплетенных в уже существующую богатую анатолийскую традицию. Мне кажется, вы недооцениваете силу символа. Внедрить такой мощный и, в общем-то, чуждый для исламской Анатолии символ в сакральную архитектуру — это не приправа. Это декларация. Но хорошо, давайте сместим фокус. Ведь главный вопрос — какое реальное влияние он оказал на историю? Вы говорите, он был лишь одним из многих. Но я считаю, что его победа в битве при Карамбюке в 1343 году, где он разгромил последнее крупное войско Ильханата в Анатолии, стала поворотным моментом. Источник прямо говорит, что, устранив эту угрозу, Эретна обеспечил другим бейликам, включая османские, возможность стать независимыми. Он, по сути, создал тот самый щит в Центральной Анатолии, который прикрыл западные княжества от монгольской угрозы с востока. Без этого щита история османов могла бы пойти совсем по другому, гораздо более трагичному пути. Он расчистил для них игровое поле. Я боюсь, что здесь мы имеем дело с преувеличением роли одной личности и одной битвы. Ослабление Ильханата было долгим и мучительным процессом, в котором участвовало множество сил. Это как огромное старое дерево, которое гниет изнутри. Рано или поздно оно бы рухнуло. Битва при Карамбюке была важным событием, да, но она была одним из многих гвоздей в гробу распадающейся империи, а не единственной причиной ее краха в регионе. Приписывать Эредне единоличную заслугу в создании условий для возвышения османов значит игнорировать главные причины их собственного успеха, а ведь они были уникальны. Давайте посмотрим на карту. Где находилось государство Эредне? В центре. А где османы? На самой границе с Византией. Это давало им постоянный приток воинов Гази, воинов за веру и постоянную цель для экспансии. Их успех был обусловлен их уникальным географическим положением, гибкой политикой по отношению к завоеванным народам и блестящей военной организацией. К тому же, давайте будем честны, государство самого Эретне оказалось довольно недолговечным. Сразу после его смерти оно начало разваливаться из-за некомпетентности его сыновей, так что он создал щит, который продержался всего одно поколение. Возвышение османов — это их собственная заслуга, а Эретне был важным, но все же региональным игроком в большой и сложной игре. Было чем-то гораздо большим, чем просто осколком рухнувшей империи. Это была осознанная попытка построить стабильное и справедливое правление в эпоху хаоса. Его уйгурское происхождение было не просто строчкой в биографии, а источником культурной идентичности, следы которые мы видим. И его действия, в первую очередь разгром монголов, объективно создали в Анатолии новую политическую реальность, которая, позволила взлететь османской звезде. Он был не просто прагматиком, он был стабилизатором и в каком-то смысле архитектором будущего региона. А я в заключение хочу сказать, что, не умаляя личных качеств Эретны, его государство лучше всего понимать как характерный для своей эпохи пример политического выживания и адаптации. Он был талантливым кризисным менеджером, который использовал уже существующие институты, идеологию и культурные традиции, чтобы построить свою власть. Его успех был основан не на импорте некой чуждой уйгурской модели, а на глубокой интеграции в сложную и многогранную анатолийскую среду. Он был не столько революционером, сколько умелым реставратором, который строил свое здание из кирпичей, оставшихся от сельджукского и монгольского периодов. Что ж, наша сегодняшняя дискуссия хорошо показывает, как одни и те же исторические события и фигуры можно интерпретировать совершенно по-разному. С одной стороны, мы видим историю о сохранении культурной идентичности, о лидере-спасителе, который меняет ход истории. А с другой — историю о политическом реализме, ассимиляции и, прагматичной борьбе за власть и выживание. Был ли Эретне носителем уйгурской миссии или просто самым успешным из постмонгольских полевых командиров? Исходные материалы дают нам аргументы для обеих точек зрения, оставляя, конечно, богатое поле для размышления о том, как пересекаются судьбы народов и как формируется историческая память.